Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Из тех вещей, на которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, особо обращал внимание в своей жизни, это строительство мечети и забота о ней. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину и основался, прежде всего позаботился о строительстве мечети. Об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Направить ли вас на то, что принесет вам прощение грехов и возвысит вашу степень?» Они, сподвижники, сказали: «Да, о посланник Аллаха». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Полноценное совершение омовения в трудностях и умножение шагов в мечеть и ожидание от намаза к намазу – это и есть рибат, это и есть рибат, это и есть рибат, то есть посвящение себя хорошему делу». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам рассказал о состоянии му'мина, сердце которого связано с мечетью, и упоминал его среди 7 категорий людей, которые в судный день будут находиться под тенью, дарованной Аллахом. Он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И человек, сердце которого связано с мечетью, то есть стал влюбленным в мечеть, увлеченным мечетью». Адабы, связанные с мечетью. Любимец Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам много адабов, связанных с мечетью, даже достроение мечети, и сказал: «Тот, кто ради Аллаха построит мечеть, Аллах построит ему подобное в раю». В другом предании говорится: «Тот, кто построит мечеть даже размером гнездышка птицы, то есть место, где гнездится воробей, Аллах построит ему дом в раю». Аллах субхану ва тааля сказал нам: «О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения, одеяния при каждой мечети». Когда ты идешь для совершения намаза в любое место, особенно в мечеть, человеку нужно приготовиться, надев красивую одежду, красивым видом, надушившись благовонием. Важно, чтобы человек со всех сторон выглядел красиво. Это требует от нас наш Господь, субхану ва тааля, говоря. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал на умножение шагов к мечетям, то есть люди, которые направляются рано утром в мечеть для совершения утреннего намаза под покровом ночной темноты. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, им сказал: «Обрадуй тех, которые в темноту посещают мечеть, радостной вестью, что они получат полноценный свет в день суда. Аллах дополнит им свет». Так Аллах говорит об этом в Коране. «Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: Господь наш, дай нам света сполна». Любимец Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда шел в мечеть, читал следующую молитву: وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعل لي نورا. «О Аллах, освети мое сердце, и мой язык, и мои уши, и освети мои глаза, и освети мой правый и левый бок, и освети меня сверху и снизу. О Аллах, установи для меня свет». Вот так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа. Если обратите внимание, то заметите, что посещение мечети пророк, саллаллаху алейхи вассалям, связывает со словами «свет, свет, свет». Даже когда человек утром направляется в мечеть, Аллах субхану ва тааля для него уготовит жилище в раю по количеству его выхода в мечеть и возвращения с мечети. Когда человек дойдет до дверей мечети, будучи уверенным, что это дом Аллаха субхану ва тааля, ему желательно ставить обувь в соответствующее место и входить в мечеть с правой ноги. Это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и возвеличиванием дома Аллаха субхану ва тааля. Входя в мечеть, скажет: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. «Прошу защиту у Аллаха от шайтана проклятого, именем Аллаха милостивого ко всем в этом мире и лишь к уверовавшим на том. Да благословит Аллах и приветствует нашего Господина и посланника Аллаха. О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне врата Твоей милости». Он начинает свой вход в дом Аллаха субхану ва тааля с просьбы милости и прощения грехов, чтобы войти чистым. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда один из вас войдет в мечеть, пусть не садится, пока не совершит 2 ракаата».
Из очень важных вещей в мечети то, чтобы человек учитывал, что мечеть не предназначена кому-то одному. Люди в мечети равны, то есть человек не имеет права держать для себя определенное место, загораживая это место, постелив коврики днем и ночью для совершения намаза только им одним. Мечеть — это дом Аллаха, субхану ва тааля. Нельзя держать определенное место для себя в мечети. И если придет самый маленький мальчик и сядет на первом ряду, и сядет на место правителя, или сядет на место министра, или же алима, никто никогда не имеет права поднять этого мальчика со своего места, потому что это дом Аллаха. Еще человек должен знать этому цену, что мечеть предназначена для мусульман, чтобы они имели духовную связь с Аллахом, субхану ва тааля, и совершали намаз для Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому никому нельзя другого беспокоить. Например, нельзя людям разговаривать, когда рядом кто-то читает Коран. Даже не разрешается поднимать голос с чтением Корана, если оно мешает человеку, совершающему намаз, или другим, также читающим Коран. Иногда человек приходит в мечеть и поднимает голос так, как будто он у себя дома, как будто эта мечеть — его мечеть. Это не разрешается, это запутывает других. Когда даже чтением Корана могут создаваться помехи, совершающим намаз и делающим зикр, является порицаемым. Как же быть с тем, когда помехи создаются другими голосами или другими вещами? Из желательных вещей, которые соблюдал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, особенно в месяц Рамадан, и'тикаф в мечети. Алимы рассказывают, что и'тикаф человек может соблюдать каждый день. Любое время, когда человек заходит в мечеть, он может намереваться на и'тикаф. Даже час или полчаса, даже минуты. Важно, что его намерение на и'тикаф приносит ему все вознаграждение и'тикафа. Когда мусульманин выходит из мечети, желательно выходить с левой ноги и читать молитву. Именем Аллаха, да благословит Аллах и приветствует посланника Аллаха. О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне врата Твоего богатства. Мы будем заботиться о мечетях в зависимости от уровня нашей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, потому что каждый раз, когда мы заходим в мечеть, мы вспоминаем, что наш любимец и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил, заботился и уделял внимание мечетям. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.